Новости о внесении «Единой России» кандидатуры Юнусбека Евкурова на должность главы Ингушетии говорят о высокой оценке его эффективности как губернатора со стороны федерального центра и о стремлении руководства страны обеспечить дальнейшую стабильность на Северном Кавказе. Такое мнение высказал глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», известный политолог Евгений Минченко. Кандидатура Евкурова – это обеспечение преемственности 2 срока. Он уже отработал на этой позиции. Это говорит о том, что он оказался достаточно эффективен, сказал политолог. Новость о внесении кандидатуры Евкурова на должность главы республики появилась спустя 2 недели после его встречи с Владимиром Путиным. Это были уже вторые переговоры с президентом России с начала года. Напомним, что в ходе последней встречи глава Ингушетии доложил о реализации в республике нового майского указа, а также озвучил ряд региональных проблем и предложил пути их решения. Речь шла о проблеме с водоснабжением и о подсутствии в республике футбольного стадиона. Также Евкуров выступил с идеей о проведении осенью в Ингушетии всероссийского совещания по садоводству. Президент поддержал инициативу Евкурова и пообещал оказать необходимую поддержку. Напомним, Юнусбек Евкуров занял пост президента Республики Ингушетия 31 октября 2008 года сроком на 5 лет, а в сентябре 2013 года был избран на 2-й срок, который заканчивается в сентябре 2018. За 10 лет с 2008 года регион сделал качественный рывок в социально-экономическом развитии. Построено более 450 объектов, в том числе образовательных, культурных и спортивных. Полностью ликвидирован 3-сменный режим обучения в школах, проблема, которую не удавалось решить долгие годы. За 10 лет в республике было возведено и реконструировано 51 общеобразовательное заведение. Объем ввода жилья в прошлом году достиг рекордного уровня – 309 тысяч квадратных метров. По этому показателю Ингушетия заняла 2-е место в СКФО и 13-е по России. Пожалуй, одно из главных достижений Евкурова – улучшение криминогенной обстановки. В марте 2016 года впервые за 10 лет во всех населенных пунктах республики был полностью отменен режим контртеррористической операции, что о многом говорит. А в начале мая этого года Генпрокуратура Российской Федерации сообщила, что Ингушетия вошла в 3-ку российских регионов с самым низким уровнем преступности.